В эфире новости, в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Выпуск начнем с брифинга о работе по дополнительному обеспечению оснащением и снаряжением участников СВО и их Якутии. Оперативный штаб Республики Саха-Якутия продолжает свою работу по дополнительному обеспечению оснащением и снаряжением участников от Республики Саха-Якутия, задействованных в специальной военной операции. Хочу сказать, что при оперативном штабе у нас работает экспертный совет, где экспертный совет рекомендует те или иные продукцию, оборудование или технику для поставки в зону действия специальной военной операции. Прошло заседание экспертного совета, где экспертный совет рассмотрел и рекомендовал для дальнейшей поставки в зону действия СВО это и приборы электронной борьбы, предотвращение воздействия беспилотных летательных аппаратов, детекторы обнаружителей, ну а также предложение новинки, это и система управления дронами с нестандартными своими техническими показателями. Также мы продолжаем отправлять технику, это и гуманитарный груз с адресными посылками. Также в рамках, как мы и раньше доводили, продолжается поставка нашей продукции наших производителей. Это и снегоболотоходы, и электромотоциклы в зону специальной военной операции. Мероприятия по дополнительному обеспечению оснащением и снаряжением участников специальной военной операции продолжается. Далее перейдем к новостям. Озвучу основные темы выпуска. Состоялся запуск ракеты «Союз-2.1Б» с гербом Республики Саха и города Вилюйска с космодрома Байконур в Казахстане. Жители Алекминска украсили село. Это стало уже давней доброй традицией сельчан. Выпускники школ 90-х годов сразились в стрельбе из традиционного якутского лука в Хангаласском улусе. Как прошли состязания? Айсен Николаев рассмотрел предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности ЛОРП за текущий год и поставил задачи на ближайшую перспективу. По предварительным данным, в навигацию этого года было перевезено более 1 220 000 тонн коммерческих грузов. При этом финансовые результаты показали положительную динамику. Выручка компании составила более 8 миллиардов рублей, что на 11,4% больше, чем в 2023 году. В 2025 году запланирован рост основных производственных показателей. Объем перевозок увеличился на 10,7%, грузооборот на 8,5%. Состоялся запуск ракеты «Союз-2.1Б» с гербом Республики Саха и города Вилюйска с космодрома Байконур в Казахстане. В мероприятии приняли участие заместитель главы Вилюйского района Иван Евсеев и заместитель главы города Вилюйска Николай Иванов. Жители Вилюйска, собравшиеся во Дворце культуры, посмотрели прямую трансляцию. Напомним, что корпорация «Роскосмос» активно сотрудничает с Вилюйским районом, включая строительство новых школ в отдаленных наслегах. По этому вопросу мы начали еще работать с 2023 года. И в этом году мы встретились с генеральным директором Роскосмоса с Борисовым, с генералом армии, с Героем России. И попросили сделать такой вот подарок. И он пошел нам навстречу. И действительно подарил нам этот пуск, который посвящен юбилею нашего города. И также поднялся герб нашей республики, это тоже о многом говорит. Поэтому для всех вилюйчан это очень радостное историческое событие. Приближается самый сказочный праздник Новый год, и дети, и взрослые ожидают ощущения особого волшебства. На окнах зажигаются разноцветные огоньки гирлянд, как-то празднично светятся рекламы и вывески, преображаются улицы.
Еще в середине ноября администрация поселка Уснера объявила конкурс на лучшее внешнее новогоднее оформление. Мы встречаем новый 2025 год. Как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. Вот и старожилы помнят, как украшали раньше не только здания, но и подъезды. Кстати, кое-кто так и делает, создавая новогоднее настроение не только своим домочадцам, но и соседям, и просто прохожим. На протяжении многих лет мы не первый год ставим елочку во дворе, мы украшаем красиво. У нас украшаются подъезды в нашем доме, очень теплые, заходите, посмотрите. Также у нас каждый год проходит мероприятие возле этой елочки для детей. Всех детей нашего дома поздравляем с Новым годом. У нас приходят сказочные герои, Дед Мороз, Снегурочка. И очень приятно, что у нас к нам хотят приходить на этот праздник, к нам хотят приходить смотреть на нашу елочку. Победителей и призеров по разным номинациям определила специальная комиссия. Все получили приятные новогодние подарки. Наша организация первый раз приняли участие в таком конкурсе. И хотелось бы сказать, что вот не зря мы получили первое место, потому что у нас все специалисты очень креативные, талантливые и сплоченные. И хотелось бы сказать нашим девочкам, что мы команда. И мы это сделали. Глава поселка выразила искреннюю надежду, что конкурс станет доброй традицией, способствующей единению и созданию праздничного настроения. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. Сделать мир вокруг красивее и добрее можно своими руками. В Алекминске многие организации приняли решение не тратить из бюджета деньги на украшения к Новому году. Жители решили сделать новогоднюю атмосферу своими руками. В предновогодние дни Николай Миронов начал творить свое чудо. У площадки городской администрации на глазах росли Дед Мороз и Снегурушка. Разумеется, под защитой символа грядущего года – змея. Участвовал в конкурсах для города, делаю фигуры, а так уже давненько, лет больше 10, наверное, для себя дома делаю обычно. От чего зависит, какая выйдет фигура, вот от снега или от погоды? Очень многое зависит, да, от погоды. Самое главное, конечно, надо дождаться снега, потому что хочется, чтобы фигуру успеть к Новому году, к празднику, а снега, как бывает, погода может и подвести. Так что в этом году пришлось завозить снег издалека. А обычно там по сусекам везде поскребешь, хватало, а тут, получается, фигура, композиция большая, и пришлось снег завозить с реки. Змей получился добродушный. У мастера есть талант оживлять свои творения и дарить им характер. Раньше дети маленькие были, сейчас выросли. Все равно как-то решили. Не знаю, если успею нынче, все равно, наверное, все-таки сделаю возле дома. Сейчас красота радует глаз горожан. А в селе Второй Нерюктяинск открыли великолепный каток, совместив это с зажжением новогодней елочки. 2, 1, елочка горит! Ура! С наступающим Новым годом! Всех гостей приглашаем на наш каток! Стоит порадоваться дружной работе сельчан. Главное – верить в чудеса, хотя бы ненадолго вернувшись в детство. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В Верхневилюйске открыли кабинет финансовой грамотности. Это пилотный проект совместно с Национальным банком Республики Саха-Якутия. Повышение финансовой грамотности является одной из приоритетных задач, поставленных главой республики. Здесь можно научиться пользоваться онлайн-платежами, вести семейный бюджет, повысить уровень безопасности населения от действия мошенников. В следующем году планируется открыть такие же кабинеты в Дулюкюнском, Далырском, Ботулинском, Аргетском и Табуинском наслегах. Проблема кибермошенничества в республике сегодня является острой и социально значимой. Многие граждане страдают от действий злоумышленников и все чаще становятся свидетелями спланированных и целенаправленных кибератак. За последние 3 года, к сожалению, наблюдается рост объема операций без согласия клиентов денежного выражения. Выпускники школ 90-х годов сразились в стрельбе из традиционного якутского лука на турнире, который прошел в селе Техтюр Хангалахского улуса. Состязание собрало около 60 участников. Подробности расскажет моя коллега Виолетта Засимова.
Село Техтюр, суббота, выходной день. В спортивном зале культурно-спортивного комплекса мужчины и женщины в национальных нарядах целятся из якутского лука по мишеням в виде утки, зайца и белки. Здесь проходит турнир Хотой-Харах, что переводится как «Орлиный глаз». В соревнованиях участвуют выпускники школ с 1994 по 1999 годы. Этот турнир организовали выпускники 1999 года, и он стал заключительным в этом году. Ранее в рамках сообщества выпускников 90-х годов прошли другие спортивные состязания. Первое соревнование у нас было в селе Булбуняхтах по волейболу Хангаласского улуса. Далее был у нас мини-футбол, сахавабол, лыжи, лапта. В Вюрдель-парке у нас летом проводился хапсагай, зорница, да, спортивные направления. Все 6 выпусков собираемся, соревнуемся между друг другом. На турнир по стрельбе из лука съехались выпускники со всех уголков республики, от местных хангаласских до Анабарского улуса. В первой половине дня состоялось командное состязание между 6 выпусками, а после обеда прошло личное первенство среди новичков. Правила турнира схожи с республиканскими соревнованиями. Женщины стреляют в республиканских соревнованиях в 20 метрах, это в помещении. Мужчины с 25 метров. А мишени получается заяц одночка, он чуть побольше. Утка двачка, он пониже получается, а по длине как заяц. И самая сложная мишень это белка, трешка. Она узкая, но высотой как заяц. Среди участников был замечен известный якутский артист Геннадий Турантаев, который представлял команду выпускников 1998 года. Это был его дебют на подобном турнире, однако в школьные годы он активно занимался стрельбой из лука. Традиционный лук очень развивается в нашей республике. И только мы, якуты, только стреляем на фигурках, а некоторых народов свои мишени. По итогам командных соревнований с большим отрывом победили выпускники 1999 года. На втором месте оказались выпускники 1996 года, а третье место занял выпуск 1997 года. Кроме того, были вручены спецпризы за лучший национальный костюм. Победитель мужчина получил якутский нож, а женщина – сервиз в якутском стиле. Помимо этого, все выпуски внесли взнос за участие, средства которого были направлены на помощь 2 нуждающимся семьям села Техтюр, где проходил турнир. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. К этому часу это вся информация. Смотрите еще больше актуальных новостей на канале Якутия 24 в 20 часов.